Общественники республики активно обсуждают заявление Вячеслава Гайзера, которое он сделал во время рабочей поездки в Сосногорск. Руководитель региона заверил, что не допустит строительства в регионе пункта для захоронения радиоактивных отходов. Речь может идти только об утилизации уже существующих отходов в поселке Водный. Губернатор также отметил, что власти на местах плохо ведут разъяснительную работу, из-за чего у жителей складывается неправильное представление того, что происходит. Любовь Лапина узнала реакцию общественников. Кладбище радиоактивных отходов, собранных со всей России, в Коми не будет. На встрече с журналистами в Сосногорске Вячеслав Гайзер заявил, пока он руководит республикой, никакого строительства пункта захоронения в регионе он не допустит. Мы со своей стороны, вы знаете прекрасно, организовали прямой диалог с руководством Росатома. Мы сегодня имеем полную возможность и должны это делать, активно привлекать Росатом в эти обсуждения и, соответственно, разъяснение сути этого проекта. Напомним, в 30-е и 50-е годы под Ухтой в поселке Водный работал радиохимический завод. Здесь добывали радий из подземных вод всего 2 десятилетия. Однако последствия тех разработок республика ликвидирует до сих пор. 2 года назад, в апреле 2012 года, представители Росатома побывали в Коми. Тогда они сообщили, у госкорпорации по атомной энергии есть заинтересованность решить проблему отходов на Водном как можно скорее. Вести спокойную работу – ключевой момент. В таких вопросах ни к чему спешка или сознательное нагнетание истерии. Руководитель Росатома Сергей Кириенко поддержал главу Коми Вячеслава Гайзера и заверил, без согласования с населением и решения специалистов Росатом ничего не будет делать. Я родился в Ухте, но это не это самое главное. Я житель республики, меня этот вопрос тоже волнует. Я сегодня хочу сказать, что надо верить главе нашей республики. И, понимаете, наступил момент, когда важные вопросы согласовываются. И он как бы еще так сказал так: пока я буду главой, вопроса при захоронении, как говорится, этих ядерных отходов не будет. Это первое. А второе, что на сегодняшний день, сегодня прошло много времени, десятки лет, и нужно то, что там захоронено, нужно, как говорится, новая технология. Вот этот вопрос должен согласовываться. Причем, как отмечают сами ухтинские общественники, они вовсе не против решения проблемы водного. То, что сейчас происходит в городе, это результат отсутствия у населения достоверной информации о проекте. Было написано множество писем в разные инстанции. Так вот, ответы, которые приходили, они, мягко говоря, противоречат друг другу. Это не добавляет доверия к проекту. Поэтому вот общественное мнение и говорит: давайте пересмотрим проект, решим проблему водного, но без строительства ПЗРО. Мы очень надеемся, что после вмешательства в эту ситуацию главы республики все-таки к голосу общественности прислушаются. Это прямая недоработка властей на местах. Об этом мэру Ухты Игорю Михелю на правительстве указал глава региона. Сейчас важно выстроить диалог с населением и вести его в курс всего дела, чтобы на теме больше не могли спекулировать различные заинтересованные стороны. При этом на перезахоронении отходов прогресса сегодня настаивают и экологи Коми. Минимум должна быть общественная государственная экологическая экспертиза вывешена. Должен быть очень активное освещение в СМИ, потому что многие просто не знают этой проблемы. Вообще не знают о том, из-за чего возникла причина создания пункта захоронения отходов. Водная радиация, а что там остались остатки еще с завода старого, тоже, по сути дела, никто не знает. То есть тут должен быть комплекс. Несомненно, работу по устранению радиационных отходов под водным нужно рассматривать с многих аспектов. Нужно учитывать и интересы местных жителей, и промышленников. Ведь неподалеку располагаются не только действующие нефтяные месторождения, но и крупнейшее в России перспективное месторождение титана. Любовь Лапина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.